Всем здравствуйте, с вами Эльвира из Америки. Жаптапор или же Тендандена Эльвира Америка Гчен. Ради собственного удовольствия мы с мужем решили разбить огород. Земля у нас песчаная, твердая, совсем не плодородная, поэтому нам пришлось крепко потрудиться для того, чтобы что-то выросло. Конечно, все, что случилось благодаря моему мужу Джерри. Он купил железнодорожные шпалы для того, чтобы построить простые грядки. Шпалы помогают держать форму грядок от дождя. Можно было, конечно, выбрать другой древесный материал для постройки грядки, но он решил, что так будет лучше. Как говорится, хозяин-барин. После того, как муж построил грядки из железнодорожных шпал, мы купили один самосвал обыкновенной земли и еще один самосвал грибного компоста. Все это смешали и заполнили наши грядки, построенные шпалами. Чуть погодя мы купили древесные щепки, также один самосвал. Это для того, чтобы щепки разложились, и мы могли их в будущем использовать в нашем саду. Благо, что муж умеет управлять экскаватором, бульдозером, самосвалом, большим грузовиком и другими машинами. Поэтому нам было намного легче в постройке этих грядок. К тому же в то время он работал в компании, где все нужные машины были ему доступны. Как только работа по постройке грядок была закончена, мы посадили все, что мы хотели: помидоры, огурцы, перчики, лук, редиску, мяту, скваш – это особый вид кабачков. Безусловно, обошлось очень дорого. Намного дешевле можно было купить все в магазине, но по вкусу совсем не сравнить. Также знания по выращиванию овощей пришлось обновить полностью, ибо все было новое для меня. И еще хочу сказать, что лето в Таллахасси, во Флориде, очень жаркое. Температура близка к плюсу 40, и при этом очень высокая влажность. Поэтому при такой температуре, а также влажности, находиться на улице, да и еще что-то делать очень тяжело. Теперь же, когда мы стали работать по всей Америке, наш огород в буквальном смысле пришлось забросить, ибо когда имеешь огород, нужно каждодневное внимание. Вот с таким бурьяном нам пришлось повоевать, чтобы снова привести наши грядки в порядок. Мы купили специальный рулон, ткань против сорняков, который не даст возможности расти сорнякам, но при этом пропустит влажность. Вместе с тканью мы также купили железные скобы, чтобы прикрепить ткань к земле, чтобы ткань не сдувала ветром.
Как мама моя говорила, «Аштыме ден аштыдымын, эртак ойыртем же уло». То есть всегда можно увидеть разницу между до и после работы. Так и у нас. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, распространяйте мое видео. Кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь. Берегите себя и своих. С вами была Эльвира из Америки. Тау ончымаланда лайкым шындызы. Видеом шаразы. Ки эше майын YouTube каналышкы возалтын огыл, возалтсы. Шкендам да юратымыдам аралызы. Тендан денелиен Эльвира Америка бичен.